ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В понедельник Ухтинский филиал общественной приемной главы Коми подводят промежуточные итоги акции добровольца ветеранам. На выходных и ранее волонтеры помогали развозить подарки ветеранам. Участвовало порядка 7 машин, группы смотра и 20 волонтеров Победы. Что касается заявок от ветеранов и приравненных к ним лиц непосредственно в приемную. С момента прошлого заседания, 23 апреля, их собрали 5. Для справки, ветеранов и приравненных к ним категорий в Ухте порядка 730 человек. О чем просят люди? Ветеран труда, ей нужна юридическая консультация. Вот она обратилась с этой заявкой к нам, на что ей будет предоставлена юридическая, она записана к юристу. Вот. Еще также обратилась инвалид, ей требуется транспортировка, помощь волонтеров. Помимо этого, часто говорят о нехватке общения и нуждах в мелком ремонте. Кстати, один из строительных магазинов города решил бесплатно сделать ремонт в ванной одному из ветеранов. Ко всему прочему, на прошлом заседании звучало предложение, чтобы наряду с разносом подарков волонтеры опрашивали, а лучше анкетировали о том, чем в долгоиграющей перспективе помочь. Мы говорили про анкету, мы говорили про списки, мы говорили про вопросы, на которые стоит обратить внимание, но это тоже как-то не произошло, и нам не предоставили такого момента, и сами ребята просто сами визуально как могут, такие оценивают. Ну, так что какой-то детальной прям информации и прям четкого понимания, где какой адрес, мы тоже не соберем. Мне кажется, нужно разделять, да, если мы ездим, развозим подарки, то нужно концентрироваться на этом. Если мы собираем информацию, то тоже концентрироваться на этом, чтобы не распылялось внимание, и ребята знали, что они должны делать. К тому же возникли несколько вопросов. Первый. Почему о нуждах ветеранов начинают узнавать накануне 9 мая, несмотря на то, что они живут среди нас целый год? Второй. Почему у социальных служб и Совета ветеранов города нет уже сформированного списка этих самых наказов, в том числе мелких? Третий. Волонтеры зачастую связаны с законом о персональных данных. Почему профильные службы не работают с ними вместе постоянно, чтобы обеспечить доступ к нуждающимся в помощи? Ответов на эти вопросы так и не появилось. Акция добровольца ветеранам продолжается.